Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российские спортсмены стали обладателями 2 золотых, 1 серебряной и 2 бронзовых медалей в 4-й соревновательный день Европейских игр, которые проходят в Минске. Награды высшего достоинства завоевали российские дзюдоисты в соревнованиях среди смешанных команд, а также мужская сборная России по спортивной аэробике. Серебряная медаль в активе Михаила Мельника, выступающего на прыжках на батуте. Бронзовыми призерами стали Полина Хорошева и Кирилл Григорян в стрельбе из пневматической винтовки, а также Яна Павлова и Ирина Кундиус в синхронных прыжках на батутах. Российские спортсмены продолжают лидировать в медальном зачете. Всего на их счету 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня. Сборная Италии победила команду Китая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции. Встреча завершилась со счетом 2-0. В составе сквадра-адзуры результативные удары нанесли Валентина Гиакинти и Аврора Галли. В четвертьфинале итальянки встретятся со сборной Нидерландов, которая в своем матче 1/8 финала одержала победу над командой Японии со счетом 2-1. У победительницы дубля оформила Лики Мартенс. Единственный мяч японок забила Юи Хасигава. Четвертьфинальный матч между Нидерландами и Италией пройдет 29 июня. Турнир завершится 7 июля. Бывший защитник «Зенита» и сборной России Александр Раняков вошел в тренерский штаб Петербургского футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита». Соглашение с 36-летним Аняковым рассчитано на 1 год и предусматривает возможность продления. Бывший защитник займет в клубе должность помощника главного тренера Сергея Симака. Аняков играл за «Зенит» с 2005 по 2019 год, став 5-кратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка страны и 4-кратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» сделал квалификационное предложение бывшему атакующему защитнику московского ЦСКА Нандо Де Коло. Сообщается, что клуб предлагает игроку зарплату в размере $1 800 000 США. Напомним, французский баскетболист уже играл за Торонто до перехода в стан армейцев в 2013 году. Де Коло покинул ЦСКА 18 июня. В составе московского клуба он провел 292 матча, став 5-кратным чемпионом единой лиги ВТБ и 2-кратным победителем Евролиги. Олимпийский чемпион, 2-кратный обладатель Кубка Стэнли, россиянин Сергей Зубов введен в зал хоккейной славы в Торонто. В Национальной хоккейной лиге воспитанник ЦСКА провел 16 лет, выступая за Даллас, Рейнджерс и Питтсбург. В регулярном чемпионате Зубов провел 1068 матчей, записав в свой актив 771 очко. В плей-офф россиянин провел 164 встречи, в которых набрал 117 баллов. Также Зубов 4-жды участвовал в матчах всех звезд НХЛ. Он занимает 12 место в списке самых результативных российских игроков в регулярных чемпионатах лиги и 2-е среди защитников. Московский хоккейный клуб ЦСКА вышел на 1-е место в рейтинге лучших европейских команд по версии портала Hockey Archives по итогам сезона 2018-2019. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации. В прошедшем сезоне армейцы стали обладателями Кубка Гагарина, одержав победу в финальной серии над омским «Авангардом». Московский клуб по сравнению с прошлым рейтингом поднялся на 2 позиции и сместил с 1-го места петербургский СКА. Замыкает тройку лучших команд Европы финский клуб «Карпят». Всего в данный рейтинг вошли 19 российских клубов. Главные конные скачки Якутии на призы главы республики пройдут 30 июня во время проведения Исеха Туймады в местности Юсхатын. В этот вечер запланировано 6 забегов. В главном на приз главы будут бороться 9 скакунов. В связи с травмой ноги прошлогодний победитель Фарлан из Амгинского района не будет принимать участие в главном забеге. Помимо этого, в этом году организаторы нынешних скачек проведут розыгрыш ценных призов. В этом году мы ввели новшество. Среди зрителей по программкам будет разыгрываться 2 суперприза. Первый приз – это 2-комнатная квартира с полным ремонтом. Второй приз – это Lexus RX 570. И они будут разыгрываться по программкам мероприятия, которые продаются в кинотеатре «Лена», в кинотеатре «Центральный». И главный приз у нас стоит на площади Ленина, то есть можете подойти и посмотреть. Это были новости спорта. Всего доброго!